Предстоит рассудить бой двух азаматов, Жуманазарова и Муслимова. Думаю, что интересно. Нас ожидает поединок. Два больших мастера сейчас будут сражаться. Один возвращается после трехлетнего отсутствия, второй возвращается после двух поражений к ряду. И для обоих ставки очень высоки. Начинается у нас бой. Потихоньку пытается подкрадываться к своему оппоненту на распрыжке Азамат Жуманазаров. Азамат Муслимов очень следит за ним. Сам пытается поддергать оппонента. В 2020 году у Жуманазарова была очень хорошая ударная техника. Жесткая. Очень умело он пользовался преимуществом в росте над своим оппонентом всегда. Ну, посмотрим, какой он сейчас, образца 23-го года. Хороший лоу, жесткий. И хайкик просвистел так мимо головы Азамата Муслимова. Еще один лоу. Ну, видно, что хорошая база тайского бокса у Азамата Жуманазарова. Ну, в принципе, бойцы из Кыргызстана славятся у нас ударной техникой. Он старается отвечать ему сейчас Муслимов. Сам идет в атаку. Ну, вот еще один мощный лоу. Аж прям развернул он Азамата Муслимова. Еще один хороший лоу. Пока что лоу-киками у нас обмениваются в течение 2 минут бойцы. И никто из двух азаматов пока не идет в борьбу или не пытается как-то сократить дистанцию. Предпочитают они такой неспешный темп с обменами, ударами, одиночными ногами. Руки пока практически не подключаются к продолжению. Еще один хороший внутренний лоу. Ну, любопытно, полраунда миновало, а никто пока от этого рисунка боя отходить не собирается. У нас все вот на лоу-кике ставят. Что один, что второй. Ждем какого-то взрыва. Вот он, собственно, от Азамата Муслимова, казалось бы, произошел. Тут и бэкфист был хороший боковой, но, опять же, без развития событий. Фронт-кик. И вот попался таки Жуманазаров в захват Муслимова. Хороший тейкдаун. Сразу же Муслимов забирает боковое удержание. Переходит в маунт. Позиция для Жуманазарова становится, казалось бы, критической, но пытался уйти мостом, отдал спину из-за этого. Вот теперь события стали развиваться стремительно. И Азамат Муслимов имеет отличный шанс закончить бой в свою пользу. Жуманазаров пытается бороться за душащую его руку. Очень непростая для него ситуация. Минуту ему надо продержаться минимум. Муслимов пока не торопится. Время у него есть для развития ситуации. Пошла такая шахматная партия у нас в партере. Борьба за позицию. И Муслимов сейчас, да, закрывать будет треугольник на корпусе, судя по всему. 30 секунд. Удастся ли Азамату Жуманазарову выдержать? Тут сейчас непростая ситуация.
Ну, абсолютно все грамотно делает Жуманазаров. Он борется не за ту руку, которая душит, а за ту, которая будет его контролировать, этот удушающий. Я думаю, что удастся бойцу с Кыргызстана продержаться. Однако для него это должен быть тревожный звоночек. Вот так вот 3 минуты отпрыгав, если не 4, на лоу-киках он попался в удушающий прием. Барына чексиз. Bir чумага болгону 550 сом. Керектүүнүн баары бир тарифте. Чексиз интернет, бардык түйүндөргө чалуулар, мессенджерлер, социалдык тармактар, телеканалдар, фильмдер, сериалдар. Жана эсимди акысыз кошобуз. Баарына эң сонун мүмкүндүктөр. Переходи на ОМ. Барына чексиз. Азамат Жуманазаров из Кыргызстана против Азамата Муслимова, представляющего Россию. И идет вперед Муслимов. Пытается отвечать ему Жуманазаров. Потому что поживее у нас начался второй раунд вроде как. Повеселее, чем первый. Но опять снова у нас все к лоу-кикам сейчас сводится. Хотя нужно, конечно, Жуманазарову тут что-то придумывать. Вот Муслимов более разнообразен в своей технике. Хороший удар по корпусу. Жестко, конечно, всаживает Жуманазаров. Но при этом все достаточно однообразно как-то у него. Правильно от столь опытного бойца ждать более разнообразной техники. Хороший удар навстречу удается Жуманазарову. Вот поймал он таки на ошибке Муслимова. Прям навстречу шарахнул боковым. Потряс его, перевел в борьбу. Сразу же пошел Муслимов за Кимурой. Интересно. Ну, там с Кимурой можно и на свип постараться выскочить, конечно. Пока что Жуманазаров эти попытки пресек. Муслимов вообще не залеживается, активно очень работает со спины. Пока его защиту Жуманазаров не может преодолеть. А защита это еще достаточно активная. Креветку сейчас пытается сделать Азамат Муслимов. Снова за рукой пошел. И неужели... Ух, в какой-то момент показалось, что прихватил он на Кимуру. Жуманазаров вот вырвался. Да, Муслимов вообще очень динамичен вот этой вот борьбе в партере. То, что порой так хочется увидеть от тех бойцов, которые оказываются в положении на спине. То есть он постоянно ищет позицию, постоянно бьет, постоянно пытается ее улучшить, подловить своего оппонента. Вот это смотреть крайне интересно. Но и Жуманазарову постоянно приходится быть в напряжении, постоянно вот надо следить, как бы ему там какую ловушку не подстроил Муслимов. Как мне кажется, тут Азамату проще бы выйти, наверное, из борьбы. Благо нет полного гарда. Тут есть шанс оторваться, просто встать в стойку. Но, с другой стороны, контроль-то вроде как со стороны Жуманазарова сейчас идет. И это тоже играет ему на руку. В общем, все непросто в этом бою, дорогие друзья. Пытается Муслимов всячески вывернуться. Сетку даже использует, насколько это возможно для борьбы. Жуманазаров цепок. Жуманазаров его отпускать не готов. Вот мне интересно, кому из Азаматов сейчас подсказывают, что нужно встать. Ну, как-то вот... Но мне кажется, что Жуманазаров будет тащить до концовки вот эту всю историю, до последних 10 секунд, потом взрываться, чтобы окончательно раунд прибрать. В принципе, нормальная себе тактика. Муслимов, я думаю, это прекрасно понимает. Понимает это его угол.
Ну, контроль хороший, хороший. Жуманазаров борьбу тоже очень хорошо чувствует. Как бы не был, скажем так, верток вот в борьбе в партере на спине Муслимов, выскочить ему пока не удается. Да, сейчас вот последние секунды. Я думаю, что, наверное, предполагаю, что Жуманазаров должен сейчас взорваться как раз, услышав этот сигнал. Потому что там уже не поймаешь на последних 10 секундах. Это понял прекрасно Муслимов. Сразу же голову соперника заблокировал. Ну и особо какой-то огненной концовочки бы не... Ну что ж, третий решающий раунд боя между Азаматом Муслимовым и Азаматом Жуманазаровым. Думаю, что счет равный по раундам. И поэтому все решится здесь и сейчас. В первом раунде в борьбе свое счастье нашел Муслимов. Во втором Жуманазаров. Опять дергает своего оппонента Жуманазаров. Опять он будет все ставить на свои лоу-кики сокрушительные. Хороший удар в корпус. Еще один мощный лоу. Прям вышибает он ногу Муслимову. Замедляет его явно. Как-то так к третьему раунду все-таки подошло это оружие его. Вот какой хороший удар от Муслимова. Ему надо идти вперед. Если он будет застаиваться, ему просто ногу разобьют лоу-киками. Он вообще двигаться не сможет. Хорошо встречает Жуманазаров своего оппонента. Борьба за позицию. Муслимов, пользуясь тем, что сумел оттолкнуться от сетки, выходит на боковой контроль. Хороший шанс для него. Хороший шанс на победу. Жуманазаров-то прекрасно понимает, залеживаться здесь нельзя. Пытается он вывернуться. Но пока как плитой придавил его Муслимов. Не намерен он упускать попавшегося оппонента. Тяжелая ситуация для кыргызского бойца. Надо ему вставать. И вот попытка была, но сразу же Муслимов это почуял. Маунт. Ну вот тут сейчас все становится совсем тяжко. Муслимову сейчас нужно оторваться и провести добивающую серию. Жуманазарову надо каким-то образом смастить и выйти так, чтобы еще спину не отдать. Тут прям риск будет. Но он должен рисковать. Хорошо чувствует сейчас Муслимов всю эту борьбу. Не так-то просто его будет свипануть. Да и сил уже не так-то много к третьему раунду у Жуманазарова. Хороший контроль от Азамата Муслимова. Пока никак не может Жуманазаров вырваться. Снова боковое удержание. И вот попытка, да, та самая, все-таки рискнул у нас Жуманазаров. Бросился на своего оппонента. Ну и последние 2 минуты тут надо забирать. Сейчас концовка должна наконец-то пойти сеча у нас в стойке. Тут уже вот одними лоу-киками ты победу не добудешь. Да, на хай-кике перешел Жуманазаров. Ну, ожидал этого, конечно, Муслимов. Он понимал, что сейчас будет делать Азамат. Удар в корпус. Проход ноги от Муслимова. Жуманазаров сбивает эту попытку. Последняя минута. Ну что ж, кто же добудет победу-то? Последняя минута третьего раунда. Ух! Проскочил как мимо добычи Азамат Муслимов сейчас. Но уходя от тейкдаунов, как бы баллов ты не наберешь. Надо что-то Жуманазарову сейчас самому делать.
как-то пойти вперед, что ли. С ударной серии надо, потому что так бои не выигрываются. Вот Муслимов взял и вызвал его на открытую рубку. Говорит, ну давай, давай, бей, а я отвечу. Он готов рисковать. Ну что ж, и что, решающий тейкдаун? Нет, не удался. Последние 10 секунд. Идет вперед Муслимов. И сделает ли еще один тейкдаун? Нет, сам на себя завалил он сейчас Азамата Жуманазарова. Ну и все вопросы к судьям. Аплодисменты обоим воинам. Итак, по завершении 3 раундов боя обратимся к судейским запискам. Первый судья 29-28 Жуманазаров. Второй судья 29-28 Муслимов. И третий судья 29-29. Ничья. Раздельно ничья! Ну что ж, бойцы были достойны друг друга. Оба недовольны, конечно. Оба ожидали победу в таком тяжелейшем бою. Но, как мне кажется, тут у нас есть теперь тема для реванша.